В одном из кинозалов Ахмеджита прошел показ для крымско-татарской молодежи нового документального фильма студии Караденос Продакшн «Пуджи Гита» о поэте-классике крымско-татарской литературы, ученом-тюркологе Бекире Чобанзаде. Работа над картиной длилась несколько месяцев. В ней с исторической точностью отражена жизнь поэта, его детство и стремление к знаниям, разлука с родиной и путь к мировой славе ученого-тюрколога, просветительская деятельность в Крыму, работа в Азербайджане и Узбекистане, где он заложил основы национального языкознания. А затем арест, тюрьма, пытки и трагическая гибель. В судьбе Бекира Чобанзаде как в зеркале отразилась трагедия крымско-татарской интеллигенции, большая часть которой была физически уничтожена в 20-30-е годы прошлого века. Не дать забыть их имена, рассказать молодежи о том наследии, которое они нам оставили – одна из главных задач, которую поставили перед собой создатели фильма. В этом году мы празднуем 130-летие. Весь тюркский мир празднует 130-летие Бекира Чобанзаде, поэтому мы в прошлом году начали работу над этим фильмом. И в этом году мы его представили. Бекир Чобанзаде вызывает огромную гордость, что у нас есть такие представители в нашем народе. И я думаю, что молодежь, судя по вот их вопросам, по отзывам, которые они сегодня оставили, но я думаю, что мы достигли своей цели, показав жизнь, показав эпоху, в которой жил этот человек. Больше 50 этих молодых ребят, которые присутствовали в зале, они в привычной для себя атмосфере, в атмосфере кинотеатра, получили тот наш посыл, который мы заложили в этом фильме. Да? Один из этих посылов – нужно знать свою историю, нужно знать свою великую историю, потому что эту великую историю делали великие люди. Одним из таких является Бекир Чобанзаде. Я не устаю повторять. В 26 лет молодой человек знал 17 языков. Это в эпоху, когда не было ни интернета, ни каких-то методик и так далее, и так далее. Пусть это тоже будет стимулом для молодежи, что образование – это на самом деле очень серьезный шаг в будущее. Я не просто надеюсь, а я уверена, что мы или какая-то другая студия, у нас достаточно много черных пятен в нашей истории, которые нам нужно высветлить, показать и собственной памяти, и всем остальным. Съемки фильма проводились не только в Крыму, но и в Турции, Азербайджане и Узбекистане, где прошли самые плодотворные годы научной деятельности великого ученого. Работая над картиной, ее авторы ставили перед собой задачу рассказать не только о деятельности и жизненном пути Бекира Чобанзаде, но и передать зрителю его стремления, чувства и переживания. И это нашло отклик в сердцах молодых зрителей. Невероятное впечатление. Я узнала его характер с другой стороны. Трагические сцены произвели на меня сильное впечатление. Мне это очень понравилось, как режиссеры и вся остальная команда Караденос Продакшн смогла передать это настроение той эпохи и состояние главных героев. Сегодняшний фильм мне очень понравился и произвел на меня очень большое впечатление. Я узнал о Бекире Чобанзаде, какой он проделал тяжелый путь, но оставил большое наследие для нашего поколения. На показ документального фильма вместе со своими детьми пришли и родители. Они отметили важность таких мероприятий, где молодые люди могут задать свои вопросы, обсудить волнующие их проблемы. Это стало уже хорошей традицией после премьеры фильма студии Караденос Продакшн о выдающихся крымско-татарских деятелях собраться так в дружеской компании, посмотреть фильм и не только посмотреть, потому что всегда после просмотра фильма возникает очень много вопросов. Хочется задать вопросы организаторам, актерам. И в такой дискуссии всегда глубже получается узнать о герое. Впечатлило очень, насколько много трудов, насколько богатое наследие нам осталось от Бекира Чобанзаде, и насколько много его знают везде в мире, в Узбекистане, в Азербайджане, насколько он внес большой вклад. И почему мы его не знаем здесь. Лучшая рецензия на фильм – это его оценка зрителями. Показ картины «Пуджи Гита» для молодежи продемонстрировал. Она заставляет думать и стремиться к тому, чтобы лучше знать историю своего народа.